2 апреля вступил в силу запрет на поставки в Россию товаров растительного происхождения из Абхазии. Россельхознадзор принял это решение в связи с распространением опасного вредителя – коричневого мраморного клопа. Только в прошлом году это насекомое уничтожило половину урожая орехов и мандаринов. Сейчас клоп начинает просыпаться после зимней спячки. Даур Тарба подчеркнул, что официальный документ о введении карантина на абхазо-российской границе к ним пока еще не поступал, но карантин все же введен. Российской стороной поставлены определенные условия. Если в течение 2 недель они будут выполнены, то карантин на абхазо-российской границе будет снят. Знаете, если каждое ответственное лицо ответственно не отнесутся к этим вопросам, у нас результатов не будет. Мы должны показать результаты. Будут результаты, все вопросы будут решены. А если не будет результатов, мы ничего не будем делать, ничего не будет меняться. Наоборот, еще хуже будет. Но, к счастью великому, результаты положительные уже есть. Опять-таки, благодаря нашим гражданам. В свою очередь, власти нашей республики, чтобы не допустить ввоза клопа на территорию страны, ввели временные ограничения на границе с Грузией. Это тоже временные меры. На самом деле, если мы активно работаем, работу проводим, и опять завозят оттуда, опять будут развиваться. И в этой связи мы ввели временные тоже ограничения именно ручной клади и багажа. Главный рынок сбыта абхазской сельхозпродукции – российский. Временно закрыт по распоряжению Россельхознадзора. Автофургоны с фруктами, орехами и даже пустыми коробками разворачивают на границе. Об этом, в частности, говорят люди, занимающиеся предпринимательской деятельностью. Но ответственные структуры, в свою очередь, такую информацию опровергают. Они отмечают, что пока ни одного подобного случая на границе не было зафиксировано. Официального возврата еще не было, потому что я только что связывался с начальником поста ПСО. Таких возвратов еще не было. Но, возможно, будет, потому что же мы прекрасно понимаем, что граница закрыта. В борьбе с мраморным клопом должны объединиться все структуры и население. Создана специальная комиссия, а также группы на местах с привлечением специалистов, которые ежедневно отслеживают ситуацию. В районах уже начинают использовать ядохимикаты, что, по мнению специалистов, должно дать положительный результат. Мраморный клоп уже начинает выходить из спячки. Сейчас самое действенное – это проводить механический сбор насекомого, затем уничтожая его. Единственное средство борьбы с мраморным клопом – это химическое воздействие. Мраморный клоп очень уязвим перед опрыскиванием ядохимикатами, и все насекомые, на которые попадает химически активное вещество, погибают. Но здесь палка о 2 концах. Чтобы полностью уничтожить присутствие насекомого в Абхазии, надо повсеместно применить химически активные вещества. От этого страдает не только клоп, от этого страдают все микроорганизмы, все насекомые, которые являются аборигенными в Абхазии. Тем самым затрудняется процесс адаптации к жизни в Абхазии самого мраморного клопа. Подействует ли введенное эмбарго на вредителей – большой вопрос. Закон клопам не писан, и у них, как оказалось, крылья есть. Рената Шакай, Саиду Гухава, Абхазское телевидение.